Дамир Абы, говорят, что перепись 2002 года в Башкортостане является самой сфальсифицированной. Есть такое мнение. Давайте разберемся, что же на самом деле происходило в далеком уже сейчас, в 2002 году. Это же первая постсоветская перепись фактически. Традиционно советские переписи проводились каждые 10 лет, а вот эта перепись, она немножко запоздала, потому что московские власти никак не могли выстроиться. В конце концов, это произошло, дата была определена, и после этого пошли большие дискуссии по поводу того, как обозначать этничность. Потому что в Советском Союзе существовал свой перечень народов, закрепленный, как бы уже узаконенный. А вот к 2000 годам оказалось, что этот список надо модифицировать. Потому что происходили национальные движения и возникли новые идентичности, точнее будет сказать, некоторые скрытые группы изъявили желание самоопределиться как самостоятельное этническое образование. Ну, татар это тоже касается, потому что, скажем, у нас нагайбаки выделились. К тому времени они успели записаться малочисленным коренным народом, хотя были всего лишь крещенными татарами из казачьего сословия. Но были экзотические группы, скажем, шумная группа булгаристов тоже захотела стать самостоятельным народом. Правда, потом они кончили плохо, потому что после переписи, я слышал, их записали в группу болгар, когда подсчитывали общую численность. То есть ребята зря постарались. Но на самом деле большая битва была, потому что татар хотели разделить на 45 переписных категорий. Тогдашний директор института этнографии Валерий Тишков объяснял это тем, что это всего лишь переписные категории. Но на самом деле не так все просто было, потому что я участвовал буквально в ядре этой битвы. Мы ездили в Москву тоже по поводу этого. Из Казани все наши крупные политические деятели, начиная от Минтимира Шариповича, президента, и кончая Разилем Валеевым, но и Фарид Мухаммедович тоже подключился. Мы все писали письма в Москву, чтобы не было такого разделения. И потом, когда вот Тишков объяснял, что это всего лишь переписные категории, я вспоминаю такую историю. Просочилась информация о том, что вот православная церковь активно агитирует кряжан, чтобы они записались самостоятельным народом. Причем там была явная подоплека, в том числе и исходящие из кругов специальных служб российских по безопасности, которые утверждали, что если кряжан записать самостоятельным народом, доля татар в Татарстане будет менее 50%. И намекали на то, что в случае всяких референдумов это может сыграть важную роль. То есть политическая подоплека была в этом стремлении разделить татар на 45 единиц. Ну, сейчас, можно сказать, это ничего не увенчалось успехом. Потом, после переписи 2002 года, мы увидели, что желающих особенно записаться другим народом у татар было мало. Где-то в районе 1%. В основном за счет кряжан и нагайбаков разделение произошло. Но это уже потом. Однако была очень сложная проблема в Башкортостане. Потому что после того, как вот Тарахимов пришел к власти в Башкортостане, и башкирская элита выбрала вариант этнократического государства, такого внутреннего, там главная озабоченность у башкирской элиты была в том, что башкир в долевом отношении в республике мало. После 1989 года, когда была очень качественная перепись проведена, и они решили сделать перепись 2002 года большим политическим актом, и были обширные подготовительные работы к тому, чтобы резко увеличить долю башкир. Ильнар, в общем, нам Дамир Исхаков рассказал, в каких условиях готовилась перепись к 2002 году. Ну, в первую очередь, что могу добавить, то что я был в первую очередь не просто каким-то сторонним наблюдателем, да, я сам был жителем Башкортостана. В 2002 году, да. Сколько тебе было лет? Мне тогда было в 14 лет, полных даже уже почти 15. И поэтому я это все наблюдал воочию, как вот эти все процессы шли, как шла фальсификация переписи и все остальное, как шла переписная кампания. И я прекрасно помню, что переписная кампания 2002 года, она полностью была связана вот вообще с общей политической ситуацией в Башкортостане, такой нестабильной, да, с гонениями на неугодных, какими-то политическими преследованиями. Это все, конечно, позднее вскрылось, особенно в период выборов 2003 года, но
Еще будучи школьником, я понимал, что здесь что-то не так, что, в принципе, в нормальной ситуации, да, и переписные кампании должны проходить не в такой фазе. А вот как ты, будучи школьником, на основе чего ты понимал, что что-то не так происходит? Во-первых, на основе того, что такая шла оголтелая кампания агитации везде, вот в средствах массовой информации, в газетах, на телевидении БСТ, да, на тот момент она Баш-ТВ, по-моему, называлась, республиканская, это везде, да, и даже в татароязычных газетах государственных, таких как «Кызылтам» и «Үмит», там даже выходили материалы о том, что вот здесь, на западе Башкортостана, живут не татары, а башкиры. То есть, представляете, татароязычные газеты, которые финансируются государством, фактически они должны были отстаивать интересы татарского населения, там, пока как бы рассказывать о татарской истории. Татар Башкортостана, они же, наоборот, подпевали вот этой пропаганде государственной. И самое главное, что меня больше всего возмутило, как и большинство татар, проживающих в Башкортостане, сам ход переписи. В частности, к примеру, вот я прекрасно помню этот период переписной кампании, именно само проведение переписи. Каждый переписчик, кто заходил в населенные пункты на западной части Башкортостана, у них уже у всех имелись планы по количеству башкир. Я вот прекрасно помню, что вот переписчики заходили, и они напрямую там говорили: у нас вот есть план, столько-то башкир у вас должно быть в вашем селе. Да, то есть они даже этого не скрывали? Нет, не скрывали. Вот у меня соседи, я об этом постоянно говорю, вот переписчик их буквально умолял со слезами на глазах, потому что эти все переписчики, как мы понимаем, в основном бюджетники, на них надавить легко, они умоляли буквально записаться башкирами. В итоге вышла такая комическая ситуация, и такая комическая ситуация, она очень характерна для Башкортостана. То, что родители, вот мои соседи конкретно, да, муж с женой, они записались башкирами, а их сын, он еще, будучи еще даже моложе, чем я, но он все-таки, как говорится, был более таким человеком, более молодым, более непримиримым, он заставил переписчика записать себя татарин. Но мы же понимаем, что там, допустим, людей там преклонного возраста еще легче уговорить на то, чтобы записаться в башкирии. И поэтому ситуация была такая, что многие татарские районы вдруг оказались башкирскими. Допустим, в моем родном районе еще ситуация была не такая катастрофическая, плачевная по сравнению с переписью 1989 года, но во многих других районах там, разница между, допустим, переписью 1989 или даже других советских времен оказалась просто в разы хуже, да, то есть татары вроде как татарский район, откуда вышли множество представителей татарской культуры, от которых мы знаем, что там живут татары, кто разговаривает на татарском языке, которые считают себя татарами, но вдруг оказывалось, что они, оказывается, башкиры там живут. И, в принципе, мы даже, вот, открыв Википедию, можем увидеть, потому что в Википедии вот, по населенным пунктам Башкортостана, там в основном всегда по национальному составу, конкретно населенный пункт, всегда имеются данные за 2002 год, как ни странно, даже не за 2010 чаще всего. И там как раз выясняется, что все, оказывается, все населенные пункты, они все башкирские. Ну, еще плюс, там, конечно, конкретно по ситуации 2002 года могу сказать, что там Татарстан и вообще татарские общественные организации, именно конкретно Татарстана, там тоже попытались немножечко участвовать в этом деле. Допустим, были организованы концертные бригады, которые ездили по району Башкортостана. Татарские? Да. Ну да, здесь вот из Татарстана именно Казанью отправлены. Это именно удалось именно благодаря тому, что татарские общественные организации в Башкирии подняли, скажем так, голос по этому поводу, да, они понимали, к чему все идет, и попросили Татарстан хоть как-то в этом участвовать. Были организованы концертные группы, бригады, но насколько я вот помню, и по тем вещам, которые говорили мне другие люди, которые участвовали в этих вещах, многие эти концертные бригады, их многих не пустили в районы, да, то есть они там готовы были дать бесплатные концерты, но их просто руководство местных администраций часто не впускало, и вся работа уже по отстаиванию интересов татарского населения, по тому, чтобы поднять вопрос, скажем так, отстаивать именно чистоту вот этой переписи 2010 года, она полностью легла уже на плечи татарских общественных организаций Башкортостана. Он был отправлен в отставку Муртаза Рахимов. И там был некий отток, то есть перепись проводилась осенью, в сентябре-октябре 2010 года. И там буквально за 2 месяца там никаких конкретных распоряжений по тому, как проводить перепись, не было дано, и поэтому тот каток, который был запущен еще при Муртазе Рахимову, он продолжился. Но некоторые главы администрации районов, каждый из них вот если мы проанализируем данные 2010 года, мы видим, что каждый из них, в принципе, выбрал свою тактику. Да? Некоторые давали результаты 2002 года, например, это Янаульский район. И, кстати говоря, очень интересно, что даже в годы хамитовской власти глава администрации Янаульского района
Базигатов, по-моему, его фамилия. Он, скажем так, очень лояльно относился к этим вояжам этномиссионеров, вот, которых мы сегодня знаем, там, Юлдаш Юсуповых, Салаватов Хамидуллиных. Он даже, я сам видел в соцсетях, как очень лестно отзывался об их деятельности. То есть это человек как раз старой формации, который даже в годы хамитовской власти, когда вроде как была некоторая оттепель, но он очень, скажем так, помогал вот этим этномародерам, этномиссионерам продолжать свою агитацию. В некоторых районах, в большинстве районов татарских, там получилась очень интересная ситуация. Там, как правило, были половинчатые результаты по татарам между переписью 89-го, самой, скажем так, демократически проводившейся, и 2002 года. Но были районы, где был вообще возврат полностью к данным переписи 89 года, к примеру, это Учелинский район, да, который в основном населен башкирами, но где есть около 7-10 татарских сел. Так вот, если по переписи 2002 года там было около 7,5% населения района составляли татары, то по переписи 2010 года уже 15% населения района составляли татары. Численность татар выросла с 990 тысяч по переписи 2002 года до 1 018 000 переписи 2010 года. И, соответственно, численность башкир также уменьшилась на 70-60 тысяч человек по сравнению с переписью 2002 года. В принципе, то, что ты мне говоришь, это такие как бы данные свидетели, участника этих событий. Но если мы, например, все-таки возьмем данные переписи, какие там есть признаки, которые явно указывают, что с цифрами что-то не так? Для того, чтобы понять с статистической точки зрения, есть очень хорошие данные Госкомстата Башкортостана по миграционному движению Башкирии, где то есть, учитываются данные по убыли населения, по рождаемости, по смертности и по миграции. Так вот, если их сверить, то получается, что по сравнению с переписью 1989 года татар должно было быть в Башкортостане еще на 100 тысяч человек больше. А если по переписи 1989 года в Башкортостане было зафиксировано 1 120 000 татар, то есть по переписи 2002 года при объективных данных татар должно было быть около 1 220-230 тысяч человек. Но мы видим обратную ситуацию, татар стало меньше миллиона. Эти данные, кстати говоря, в свое время выявил известный уфимский этнолог Ильдар Габдрафиков, но он после того, как установил эти цифры, то после 2002 года, самое интересное, Госкомстат Башкирии перестал давать вот эти данные по миграции по национальности. То есть после этого, уже начиная с 2002 года, у нас нет никаких конкретных данных по миграции населения в национальном именно разрезе. Перебью, это по сей день так творится? Да, по сей день, да. То есть это именно связано было с переписью 2002 года. Плюс еще интересный момент, уже возвращаясь к более позднему сроку, да, во времена правления Рустема Хамитова в 2015 году по всей стране, вообще по всей стране, да, в то время это именно руководителем Башкирии был Рустем Хамитов, прошла микроперепись населения. Так вот, что интересно, в большинстве регионов вот эта микроперепись населения, она полностью соответствует буквально процент в процент данным переписи, допустим, 2002 года, да, а даже 2010, учитывая, что последняя перепись была в 2010 году. Но в Башкортостане, если мы откроем данные микропереписи 2015 года, мы видим, что эти данные абсолютно не соответствуют данным ни 2010, ни 2002 года, зато они полностью коррелируют с данными 1989 года. То есть это о чем говорит, что действительно еще данные микропереписи являются еще одним дополнительным доказательством того, что переписи 2002-2010 года были сфальсифицированы. Да, Мирабе, мы только что обсудили с Ильнаром Гарифуллиным, что в самой структуре результатов переписи 2002-2010 годов есть признаки, которые указывают на их сфальсифицированность. Ваше мнение по этому поводу, что вы видите? Я специально работу написал, поэтому у меня мнение конкретное. Но я хотел начать с того, что по поводу фальсификации данных переписи 2002 года есть прямое высказывание татарстанских политиков. Скажем, спикер парламента Татарстана Фарид Мухамедшин назвал цифру 300 тысяч человек, что в пользу башкир ушло из состава татар. Я думаю, что это немножко преувеличение, но аналогичные высказывания были и у Минтимира Шаймиева тоже. Поэтому наша политика заняла однозначную позицию по оценке результатов. И вот я хочу привести один интересный материал. Накануне переписи 2002 года, несколько раньше,
1998 году Московский институт народного хозяйства и прогнозирования, а там есть группа, до сих пор работает центр Вишневского. Ну, Вишневский недавно умер, но известный демограф. Так вот, этот центр сделал прогноз изменения численности этнического состава населения России, опираясь на данные 1989 года. Зная смертность, рождаемость, миграции, можно такой прогноз сделать. И вот согласно прогнозу Вишневского были получены данные, что в Башкирии должно быть где-то 1 400 000 человек. Это по всей России. По всей России, да. А в итоге численность башкир в 2002 году оказалась больше на 200 000 ровно по сравнению с аналитическими данными Вишневского. То есть это вот прямое доказательство, что фальсификация была вот примерно в этих рамках. Я сам тоже писал где-то о 150-200 тысячах человек, которые ушли в состав башкир в результате фальсификации данных переписи. Я думаю, что это не подлежит никакому сомнению, это установленный факт. Даже Валерий Тишков, который обычно не любит прямо высказываться, тоже в одном из своих выступлений назвал цифру о том, что может быть где-то 100 000 человек были записаны в составе башкир. Ну, я думаю, что это преуменьшенная цифра, надо вот остановиться на данных 200 000 человек. И вот эти данные, фактически, они потом отразились и на материалах переписи 2010 года. Потому что мы знаем сейчас, что между переписью 2002 и 2010 годов численность татар уменьшилась на 200 000 человек. Это вот те же самые 200 000 человек, которые как бы из состава башкир не были заново отобраны в пользу татар. Они все там остаются. И я думаю, что вот сейчас мы на этот факт должны обратить пристальное внимание, потому что вся вот технология подготовки к переписи, предстоящей переписи в Башкортостане ведется точно по таким же векам, что было при Рахимове, к сожалению. Одно к одному. Вот тоже в 2002 году осенью проводились шумные конференции типа против фальсификации истории Башкортостана. Там как раз говорили, что все эти вот группы западные это башкиры, доказывали все это. Потом было специальное выступление председателя тогдашнего Курултая Мажитова о том, что мы должны, вот, ребята, поднапрячься, потому что башкир мало, республика перед угрозой ликвидации, мы должны вес набрать. И точно такое же выступление было у тогдашнего директора Ияли Илишева. Это все опубликовано, можно посмотреть. Он тоже предупреждал, что если численность башкир расти не будет нужными темпами, то республика будет ликвидирована. Вот по такими лозунгами тогда были совершены эти подтасовки. И сейчас я вижу вот повторяющуюся картину. Тоже вот Гарифуллин сказал здесь, что артистов перестали пускать. Все это было вот в 2002 году тоже. Из Татарстана, да. Все боялись, что они будут вести пропаганду в пользу татар. Сейчас точно такая же картина. Вот я вижу сейчас весь Facebook наполнен такими гласными вопиющими. Московские артисты выступают в Уфе, там коронавирус не опасен, другие приезжие выступают, татар пускать нельзя. Дворцы культуры, даже в районах для татар закрыты, сейчас артисты вот пишут, там жалобы, у всех назначены были концерты, их не пускают, потому что пришло внимание негласное указание. Прямого никакого нет, но администрация аппарата Хабирова спустила указание устное, что, внимание, устное, чтобы вот татар не принимали. Дату переписи сдвинули, и поэтому, может быть, уже в ближайшее время угроза коронавируса минует, и тогда они не смогут прикрыться коронавирусом. Но такая тактика, вот я говорю, она однозначно похожа на то же самое, что происходило в предыдущей переписной кампании. И, наконец, я специально хочу подчеркнуть, что вот это бадание вокруг северо-западных групп, оно же далеко не безобидное дело. Я даже вот думаю, что, может быть, во многих случаях мы имеем данные не реальной переписи, то есть народ могли не опросить, как вот было в 70-е годы. Просто чиновники записали определенные данные, которые им подсказали сверху, и народ-то он думает по-другому, чем вот мы видим результаты переписи. Но ведь после переписи будет потом реальная политика проводиться. Проблема, какие школы должны функционировать, на каком языке обучаться в этих школах, сколько татар там реально, сколько учебников прислать надо. То есть это уже реальная политика возникает в результате такой ситуации. Поэтому я думаю, что татарстанские власти озабочены вот этим состоянием.
И Всемирный конгресс татар тоже озабочен, потому что мы отвечаем за татар Башкортостана в том числе. Хотя башкортостанское правительство считает, что вот граница по реке Ик – это Берлинская стена, через которую проходить нельзя. Но на самом деле мы живем в России, это одно государство. И эти границы, они должны быть проницаемы. Тем более там проживают более чем миллионная группа татар одних, а еще есть сильно с ними перемешанная татароязычная группа башкир. И все они нуждаются в нашей опеке, потому что все учебные пособия, вся культура отсюда идет татарская. И вот попытка прервать эти связи, она на самом деле в политическом плане ошибочная. И я думаю, что в долгосрочной перспективе эта политика увенчается крахом. Но сейчас мы должны вот внимательно отслеживать складывающуюся ситуацию и на нее должны тоже влиять. Вот я в чем не согласен с Валерием Тишковым, когда он утверждал недавно в своем интервью о том, что татары там не должны вмешиваться в башкортостанские дела. Типа это суверенный субъект Российской Федерации. Да, он такое утверждение сделал, хотя степень нашего суверенитета у всех республик сейчас весьма относительная. Согласен. По этому поводу отдельно можно поговорить, но если мы находимся в одном государстве, почему мы не имеем права вмешиваться? Мы даже обязаны, согласно Конституции Татарстана, Татарстан должен заботиться о тех группах татар, которые проживают вне Татарстана. Вот если бы эта статья была ликвидирована, тогда еще можно было подумать. Поэтому Тишков здесь, я думаю, что немножко блюдет федеральные интересы, а не татарские интересы. А у нас есть, собственно, татарстанские интересы, татарские интересы. Они могут кому-то не нравиться, но это наши интересы, и мы будем за них бороться. Ильнар, а как политическая элита Башкортостана обосновывала политически же результаты необходимости вот таких переписей? Вот в 2002 году, если брать, то там, во-первых, годом ранее, скажем так, проходили отдельные заседания исполкома Курултай-Башкир, где как раз были выступления ее председателя Нияза Мажитова, да, о том, что перепись 2002 года должна показать рост численности башкир. Потом была большая программно-идеологическая статья директора Института языка и литературы УНСР Ильдуса Илишева, который в будущем стал министром национальной политики и культуры Башкортостана. И он также говорил о том, что перепись 2002 года должна как минимум повторить результаты 1979 года, а скорее всего даже должна их переплюнуть по численности башкир. Но самое интересное, в 2002 году была серия таких научных конференций практических, а именно научно-практической конференции, которая называлась «Против фальсификации истории Башкортостана». Ее проводил Всемирный Курултай-Башкир, вот, в том числе вот эти все деятели, Ильдус Илишев, Марат Кульшарипов, известный историк, все остальные. Так вот, они приняли несколько резолюций от имени вот этой конференции, несколько обращений к Минтириму Шаймиеву, к Путину и так далее. Так вот, в обращении к Путину есть очень интересные строки. Здесь говорится: мы, участники научно-практической конференции, отмечаем, что укрепление демографического потенциала башкирского народа объективно соответствует политическим интересам как российского государства, так и русского народа, поскольку Башкир является необходимым противовесом для развернувшейся татарской экспансии в Волго-Уральском регионе. Создание татарского пояса, протянувшегося через весь Урало-Поволжский ареал до казахстанских степей, о чем мечтают татарские экстремисты, не может отвечать долгосрочным геополитическим интересам Москвы. Недаром, как царское, так и советское правительство опасались роста влияния татарского фактора в этнополитической мозаике тюркских народов, прилагали значительные усилия к тому, чтобы сдерживать гегемонистические амбиции Казани. Например, это ярко проявилось отрицательное отношение большевиков к идее создания республики Идель-Урал, татаро-башкирской республики, где ведущую роль были призваны им играть именно татары. И еще в 1906 году особое совещание по веротерпимости под руководством графа Игнатьева указывало на опасность, исходящую от стремления волжских татар, в кавычках, отатарить весь русско-мусульманский мир. То есть здесь... Хорошо написали о нас. То есть здесь мы напрямую видим, люди черным по белому пишут: если вы не дадите нам сфальсифицировать данные переписи 2002 года, конкретно потому что эта конференция проходила в 2002 году, то и башкир не будет больше, чем татар, то это как бы вы нанесете вред каким-то неким геополитическим интересам России, и в интересах России, российского государства, федерального центра именно заключается в том, чтобы данные были сфальсифицированы, численность татар упала и так далее и тому подобное. То есть татары все татарят, да? Да, даже и не просто татарят, они как бы прикрываются здесь якобы интересами российского государства. Но это, мне кажется, это вообще абсолютная дичь. Здесь как бы даже и места не остается таким вещам, как
права, свободы, гражданские права, конституция, да, необходимость, как они любят говорить, технического подхода к переписи. Нет, здесь черным по белому они как раз говорят, что данные переписи должны быть фальсифицированы. И таких вещей очень много было и в 2-м, и 10-м годах. Ильнар, вот татары сегодня живут непростое время. Есть глобализация, мы все смотрим западные фильмы на татарском языке не так интересны татарам. Есть языковая ассимиляция, время непростое. И вот давай что можем сказать татарам северо-запада, да, вот если они, например, выберут компромиссную позицию и все-таки будут записываться башкирами, стоит ли им так уж бояться, что потом в школы придет башкирский язык в качестве их родного языка, что обычно мы видим, да? Вот что мы можем сказать татарам северо-запада? Татарам северо-запада и западной части Республики Башкортостан. Ну, в первую очередь, я хочу сказать, что все вот эти предыдущие там разговоры и в 2002-2010-х годах, и в советское время, да, о том, что если вы запишетесь массово там башкирами и так далее, да, татары, то как бы к вам центральное правительство Башкортостана, да, власти Башкортостана будут относиться так же, как к этническим башкирам, да, то есть у вас там не будет проблем ни в продвижении по социальной лестнице, ни в том, чтобы ваши территории проживания исконного, да, так называемых северо-западных башкир, им будут уделяться точно такое же внимание при распределении средств на развитие социалки, там, экономики, инфраструктуры и так далее. Мы это уже слышали давным-давно и так далее. То есть людей как бы пытаются, грубо говоря, подкупить некими плюшками, которые они получат за то, что они запишутся в башкирию. Но с одной стороны, я здесь должен указать, что не только от желания самих людей вот это возникает, потому что мы видим здесь факты прямой фальсификации данных. То есть не тогда, когда даже людей уговаривают записаться башкиром, а когда они записались татарами, но при подсчете все равно эти данные все переводятся в разряд именно численности башкирского населения. Это все на самом деле не катит. Ни в 2002, ни в 2010 году таких вещей мы не видели. И сейчас мы тоже таких на самом деле вещей не видим. Вот я могу привести в качестве примера недавние статьи вице-премьера по межнациональным делам Азата Бадранова, да, который выступил сначала на сайте Башинформа, написал большую статью в конце 2020 года, в сентябре, потом еще в декабре, где он как раз черным по белому говорит, что мы будем уделять основное внимание развитию юго-востока Башкортостана, башкирского Зауралья. Он говорит, это для нас приоритет. Позднее, буквально 2 недели назад, во время своего обращения к Госсобранию Башкортостана, Ради Хабиров опять-таки снова повторяет этот свой тезис. Он говорит, обращаясь к жителям Зауралья, башкирского Зауралья, обращаясь к ним на башкирском языке, подчеркну, он говорит, что ваш край будет цвести, мы дальше будем прилагать все усилия к развитию вашей территории и говорит о том, что в ближайшие годы там будет построено 25 социально-культурных объектов и так далее. Там детские сады, школы, дороги, все остальные. Но никто не говорит о развитии западной части Башкортостана, где живут татары. Это вообще абсолютно не в приоритете. Мы видим, что по программе развития Зауралья тоже в течение долгих годов и при Рахимове, и при Хамитове, и сейчас при Хабирове вновь возникают какие-то программы развития Зауралья. Но, простите, на западе Башкортостана живут такие же граждане Башкортостана, мы точно так же платим налоги. И я подчеркну, что на сегодняшний день основная экономика Башкортостана держится именно на западной части республики. То есть запад республики, где живут татары, он кормит всю республику Башкортостан. В первую очередь здесь находится все сельское хозяйство. А я подчеркну, что, во-первых, запад Башкортостана, на западе Башкортостана сконцентрировано все сельское хозяйство Башкортостана. И как раз, кстати говоря, по выступлению Ради Хабирова это было очень четко видно. И, во-вторых, вся нефтедобывающая промышленность также сконцентрирована в западной части Башкирии. То есть основную массу налогов и в прямом смысле слова кормление республики осуществляется за счет западной части Республики Башкортостан, где живут татары. Но власти даже не заикаются о том, что мы будем развивать вашу территорию. И еще недавний свежий пример в 2020 году во время встречи Рустама Минниханова и Ради Хабирова в августе 2020 года, в период тогда, когда Хабиров приехал открывать памятник Мустафе Кариму, там как раз этот вопрос был поднят о том, чтобы наконец построили мост через реку Ик около города Азнакаева Татарстана и Бакалинского района Башкирии. Так вот, власти Башкортостана отказываются это строить, потому что Татарстан предлагает паритет 50%. Платите вы, там 50 миллионов платит Башкортостан. То есть цена вопроса 100 миллионов, но Башкортостан отказывается строить этот мост, потому что власти Башкирии абсолютно не заинтересованы в социально-экономическом развитии западной части Башкортостана. И затем, уже возвращаясь к национальному фактору, я скажу, что когда
данные фальсифицируются, данных переписи, вот что 1979 года, что 2002 года, мы видим, что после переписи в западной части Башкирии массово вводится обучение на башкирском языке, либо изучение башкирского языка татарам как родного. И вот эти все разговоры про северо-западный диалект башкирского языка, что якобы мы будем его развивать, преподавать в школе, я считаю, что это абсолютный блеф. Это на самом деле, потому что это не отвечает интересам башкирской культуры, башкирского языка. И, скорее всего, как пройдут все эти переписные кампании, людям просто будут под разговор о том, что ну, вы будете там изучать какие-то там особенности северо-западного диалекта, но тот же самый литературный башкирский язык опять вбухнут детям детям татар, которые живут в западной части Башкортостана. То есть, опять-таки, даже никакого северо-западного диалекта на таком системе образования также не будет. Опять будет насильственное внедрение башкирского языка. И поэтому татары, которые сами добровольно запишутся или их перепишут в башкир, они не получат ни каких-то преференций ни в национальном моменте, да, то есть тоже, опять-таки, никакого северо-западного диалекта также не будет изучаться. На северо-западном диалекте не будут открываться ни газет, ни телевидения, ни радио. И в то же время, опять-таки, и с экономической точки зрения территория Западного Башкортостана также не будет развиваться, потому что мы видим, что власти республики также намерены, как и в прошлом, развивать только Зауралье, юго-восток Башкортостана.